Здравствуйте! Вы смотрите «Дорожный патруль» на башкирском спутниковом телевидении. Сегодня в выпуске. В Кугарчинском районе в дорожной аварии погиб водитель без прав. В Доликановском районе оборвалась жизнь 15-летнего подростка за рулем иномарки, которую взял без разрешения взрослых. В Ермекеевском районе в ДТП один человек погиб, двое получили травмы. В Зянчуринском районе по вине пьяного водителя без прав погибла молодая женщина. В Дюртюлинском районе ребенок угодил под колеса несущегося автомобиля под управлением нетрезвого водителя. В Кумертау насмерть сбили пожилого пешехода. Это и многое другое смотрите прямо сейчас. В Буздякском районе на 1374-м километре автодороги М5 Урал автобус КАЗ маршрута Октябрьский-Уфа загорелся во время движения. В салоне находились 22 пассажира, среди них пострадавших нет. В Кугарчинском районе в дорожной аварии погиб водитель без прав. На 15-м километре автодороги Мраково-Семено-Петровская 35-летний местный житель за рулем автомобиля «Лада Калина» допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте. Его 37-летней пассажирке потребовалась медицинская помощь. В Давлекановском районе в аналогичном ДТП оборвалась жизнь подростка. На 2-м километре автодороги Поляковка-Черниговка 15-летний ребенок за рулем автомобиля Hyundai Accent допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии несовершеннолетний водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Со слов родственника, который является владельцем автомобиля, племянник забрал ключи и уехал без разрешения. Также и в Ермекеевском районе опрокидывание транспортного средства повлекло за собой смерть человека. По имеющейся информации, на 38-м километре автодороги Белебей-Ермекеево-Приютово произошло опрокидывание автомобиля Toyota Camry. В результате ДТП один человек погиб, двое с различными травмами были доставлены в больницу. Пьяные водители являются главной опасностью на дороге, ведь они создают угрозу не только себе, но и другим участникам дорожного движения. Алкоголь притупляет реакцию и не позволяет контролировать процессы управления автомобилем. Так, в Зянчуринском районе по вине пьяного водителя без прав погибла молодая женщина. Рано утром на 27-м километре автодороги Верхний Сарабиль-Кувандык 27-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 36-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте. Также в Мейкинском районе нетрезвый водитель совершил ДТП. Утром на улице Губайдулина села Киргиз-Мияки 21-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ-21093 допустил наезд на барьерное ограждение. В результате его 25-летний пассажир получил травмы. Тем временем на улице Калинина города Салават, имеющий стаж вождения менее года, нетрезвый водитель автомобиля ВАЗ-2114 допустил столкновение с мопедом «Альфа». В результате ДТП 25-летний водитель двухколесного транспортного средства получил травмы. В Куйыргазинском районе по вине нетрезвого водителя погибла его супруга. На улице Центральная, деревня Араслана Микачева, 61-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ-2111 допустил опрокидывание транспортного средства с последующим наездом на заборное ограждение. По информации пресс-службы Республиканской госавтоинспекции, в результате дорожной аварии 57-летняя пассажирка, супруга водителя, от полученных травм скончалась на месте. Известно, что она не была пристегнута ремнем безопасности. Самому водителю потребовалась медицинская помощь. Объятия. Каждый день дарят нам чувство любви, заботы, безопасности. Нам так нужны эти объятия.
В Дюртюлинском районе пьяный водитель допустил наезд на ребенка. По информации пресс-службы ГИБДД Республики Башкортостан, на перекрестке улиц Спортивная, Сочинская, села Старобаишево 30-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ-21099 допустил наезд на 11-летнего велосипедиста. В результате наезда мальчик с травмами был доставлен в больницу. Республиканская госавтоинспекция напоминает водителям и пешеходам о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, иначе могут быть печальные последствия. На улице Бабаевская города Кумертау 32-летняя жительница Куйыргазинского района за рулем автомобиля «Лада Гранта» допустила наезд на 70-летнего пешехода, переходившего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП сбитый пенсионер от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Зеленый свет и пешеходный переход не гарантируют безопасность. Переходя дорогу, сними наушники, сойди с велосипеда, возьми ребенка за руку. В городе Туймазы задержан подозреваемый угонщик. В отдел МВД России по Туймазинскому району обратился 32-летний местный житель об угоне своего автомобиля. С его слов, автомобиль угнал мужчина, с которым был конфликт. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГИБДД нашли автомобиль в гараже одного из домов микрорайона Чулпан города Туймазы. На транспортном средстве имелись механические повреждения. Вскоре были задержаны любители чужих автомашин. Возбуждено уголовное дело по статье как неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В столице республики задержали неугомонного водителя. В ночное время на улице маршала Жукова госавтоинспекторы подали водителю внедорожника сигнал об остановке. Мужчина проигнорировал требования и продолжил движение. Полицейские начали преследование. Пытаясь скрыться, водитель неоднократно нарушил правила дорожного движения, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Для предотвращения аварийной ситуации один из сотрудников полиции произвел предупредительный выстрел в воздух из стабильного оружия, а затем несколько раз выстрелил по колесам движущегося автомобиля. Водитель остановился, но когда инспектор ДПС пытался отстранить его от управления транспортным средством, лихач снова нажал на педаль газа. Преследование продолжилось. Вскоре на улице адмирала Макарова нарушитель был задержан. У него наблюдались явные признаки алкогольного опьянения. От медосвидетельствования он отказался. В итоге составили протоколы об административных правонарушениях по некоторым статьям, а транспортное средство изъяли и поместили на спецстоянку. Детский дорожно-транспортный травматизм всегда остается приоритетным направлением госавтоинспекции, особенно в летний период. Так, сотрудники ГИБДД Краснокамского района посетили ребят детского оздоровительного лагеря «Кама» и провели увлекательное мероприятие на тему соблюдения правил дорожного движения. Детям разъяснили правила безопасного поведения вблизи проезжей части и о важности пристегивания ремнями безопасности. Также продемонстрировали жесты регулировщика, а еще рассказали, для чего пешеходам необходимо носить световозвращающие элементы в темное время суток. В завершении встречи дорожные полицейские показали патрульный автомобиль. Приказом министра внутренних дел по Республике Башкортостан генерал-лейтенанта полиции Романа Деева на должность начальника отделения ГИБДД по городу Нефтекамск назначен подполковник полиции Вадим Щекотуров. Вадим Владимирович родился 20 января 1984 года в Уфе. До момента своего назначения занимал должность заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Калтасинскому району. Награжден медалями МВД России за отличие в службе 3 степеней. На должность начальника отделения ГИБДД по Кушнаренковскому району назначен капитан полиции Рузиль Зарипов. Рузиль Фаатович родился 4 мая 1979 года в селе Кушнаренково. До момента своего назначения занимал должность инспектора группы по исполнению административного законодательства ДПС ГИБДД МВД по Республике Башкортостан. Награжден медалями МВД России за отличие в службе 3 степеней, нагрудными знаками за верность долгу и за отличие в борьбе с
с преступностью. Республиканская госавтоинспекция и команда телепроекта «Дорожный патруль» поздравляют с днем рождения начальника ОГИБДД МВД России по Кигинскому району майора полиции Эльшана Мамедова. Эльшан Марифович, желаем вам крепкого здоровья и терпения в нелегком труде. Госавтоинспекция Республики Башкортостан приглашает на службу. Требования к кандидатам на вакантные должности. Возраст от 18 до 35 лет, наличие высшего или среднего специального образования, службы в вооруженных силах, водительского удостоверения и отсутствие судимости. Работа в ГИБДД – это полный социальный пакет, достойная стабильная зарплата и карьерный рост. Также имеется возможность получения профильного бесплатного высшего образования на базе Уфимского юридического института. За дополнительной информацией можно обратиться в местные подразделения госавтоинспекции. В Уфе в полк ДПС ГИБДД УМВД России по адресу улица Лесотехникума, 20/1 или по телефону 8 347 279 33 29. Неприятности с автомобилем? Мы решим эти проблемы. Добро пожаловать в Bosch Diesel, в авторизованное гарантийное представительство фирмы Bosch. Опытные специалисты выполнят полную и точную диагностику вашего автомобиля, а затем профессионально устранят найденные дефекты. Мы обеспечиваем надежность. Телефон 8 986 700 1202. Покоряй дороги, наслаждайся свободой, становись успешнее. Автошкола «Беркут». Приходи учиться, стань уверенным водителем. Проектирование, газификация и монтаж котельных, прокладка газовых сетей, водопровода, канализации и теплоснабжения. Компания «Уфа-Строй». Серьезный подход, контроль и качество. Присылайте свои видео на наш телеграм-канал Дорпатруль Уфа, в нашу группу ВКонтакте, на наш номер WhatsApp 8 927 350 63 94. Вы смотрели «Дорожный патруль Уфа». Будьте предельно внимательными на дорогах, берегите себя.